требует переименований. Поэтому я думаю, что время созрело, время пришло. И вообще, мое личное мнение, я считаю, что вот это наименование, вот Петропавловск, Северо-Казахстанская область, оно все время притягивает сюда сепаратистов. То есть многие эти, вы знаете, люди, которые хотят построить царскую Российскую империю, возродить, они все прям их тянет, имя Петропавловск. Поэтому мое личное мнение, я считаю, надо это убрать. Нам нужен мир. Правильно, Владимир Степанович? Обязательно. Без этого мы ничего не сможем сделать в нашей стране. Да. И об этом говорит президент Касым-Жомарт Кемелевич. Но на сегодняшний день, что касается Северо-Казахстанской области, оно в основном отражает именно состояние северо-казахстанское. У нас есть в Казахстане и западно-казахстанская, и восточно-казахстанская. И когда прошло, было южное, деление, южное, то есть 4 направления света, оно отражалось в Казахстане. Поэтому сегодня именно северо-казахстанская область, она так же, как и восточно-казахстанская, как и западно-казахстанская, именно здесь говорится казахстанская, не какая-то другая область, а именно казахстанская. Но южная, я знаю, переименовал наш президент Токаев в Туркестанскую. В связи с тем, что, произошло там несколько разделений, произошло Южно-Казахстанской области на 2 области. Поэтому, на сегодняшний день так вот. А что касается 3 областей названия, поэтому здесь, что я еще могу добавить, раз вы ведете запись, в плане того, что да, есть вопросы переименования, но, у нас еще пока очень много важных вопросов о развитии Северо-Казахстанской области, когда требуется, усилия всех нас, североказахстанцев, чтобы развивалась Северо-Казахстанская область. Вы видите даже по Петропавловску, сколько сейчас делается и направлено средств для того, чтобы провести дороги, улицы, и большое усилие, исполнительной властью, выделяются средства, депутатами ведется контроль проведения, строительство школ, больниц, то есть у нас в Северо-Казахстанской области очень много, вопросов, которые необходимо решать. Это и дороги, это водопроводы, и так далее. Но это же, поэтому на сегодняшний день, секундочку, да, и сегодня, я думаю, акцентировать североказахстанцев нужно именно на это. Всех блогеров, все СМИ, чтобы все мы контролировали, качество проводимой работы. И депутатский корпус все раскреплены на сегодняшний день по объектам, в частности, определяется качество, работ, дорог и так далее. То есть сегодня, я вам скажу, очень много, внимания и забот необходимо, уделить развитию Северо-Казахстанской области. А что касается переименования, я думаю, тут надо еще раз этот вопрос изучить. Я вам говорил без записи, узнать мнение народа, населения Северо-Казахстанской области, а затем уже принимать решение, чтобы это решение было такое основательное и нормальное решение. Вот мой ответ. А как вы думаете, Владимир Степанович, разве кто придумал этот закон? Мне кажется, в этом и заключается само этот неправильный закон. Я считаю, это неправильный закон. То есть это закон, во-первых, идеология строительства государства. Например, я вам пример привожу, что Ленинград, когда в полках вообще ничего не было, я помню это время, помните же, начало 90-х, вообще в полках все было пусто. Крупа, там все давалось по талонам. Но в это время почему-то переименовывают ее в Санкт-Петербург. То есть, видите, ставят идеологию впереди, а потом уже полки. А то, что вы говорите, это... То есть вы наоборот считаете, что сперва нужно набить полки, потом все это дороги, а потом уж только переименование. А мы считаем, что нет.
Ну, вот, Неправильно строим государство. Ну вот на сегодняшний день, вот о чем вы как раз говорите, Да. я хочу, значит, вот акцентировать ваше внимание. Да, когда было трудное время, и я знаю, значит, вот когда в Петропавловске не было ни газа, значит, ни отопления не было. Я этот период знаю не только в Петропавловске, в Северо-Казахстанской области, когда по 2 часа мы включали электроэнергию, чтобы не разморозить школы. Значит, работал я тогда в районе. Вот. Поэтому было то время, но в тяжелое время на сегодняшний день примером может быть послужить то, что сегодня столица была Казахстана из Алматы переведена, значит, именно в Астану. Вот. Переезд был тоже тяжелое время, но сегодня, значит, вот Астана является центром и, значит, не просто центром нашего Казахстана, значит, вот любимой столицей, но и, значит, оно является, значит, центром мировых и религий, значит, вот, то есть это столица мирового уровня на сегодняшний день и мирового развития. Угу. Ну, я считаю, вот, например, Северо-Казахстанскую область, почему я предлагаю вначале переименовать область? Потому что вот я казах, и нас, казахов, все время делят на южан, на северян. Знаете, вот в народе уже южан называют ежики, там, то есть между нами, как говорится, разжигает вот это, знаете, разделяет нас север, юг. И поэтому я считаю, что вот этого не должно быть. Поэтому Токаев, я считаю, правильно переименовал юг. Теперь нужно переименовать север, понимаете? Чтобы не было вот это разделение. Потому что мы один народ, я считаю, мы казахи один народ, у нас одна кровь, мы строим одно государство. И сегодня, например, если я понимаю, что в начале 90-х не переименовал Назарбаев, потому что состав был другой. Вы же тоже помните те времена, что тогда казахов было маловатенько, других национальностей поболее. Я думаю, поэтому Назарбаев, как мудрый политик, возможно, не стал переименовывать. Но надо было, все равно надо было переименовать. А сейчас время пришло. Нас уже сегодня, казахов, более 70%. У нас сейчас новый президент. И это я считаю, что вот новый Казахстан нужно начинать именно с переименования. Как вы считаете, вот согласны с моим мнением? Значит, я уже свое мнение высказал. Значит, мнение в данном вопросе должно быть мнение народа, людей. Значит, как люди поступят, не от меня одного зависит, не от вас одного лично зависит, значит, а то, что, значит, на сегодняшний день, значит, количество, я считаю, что все мы казахстанцы, и все мы должны, как вы сказали, жить мирно, именно для того, чтобы мы могли развивать нашу страну, и в том числе нашу Северо-Казахстанскую область. Поэтому все зависит от мнения людей. Люди решат, значит, ради Бога. Значит, вот нет, значит, нет. И, значит, быть тогда, значит, вот как скажет народ. Значит, Северо-Казахстанской области. Вот мое окончательное заключение. И я на этой точке стоял и буду стоять. Ну, а я считаю, что это неправильный закон, который нужно переделать. Потому что закон должен работать за укрепление независимости, за не разделение, не создание сепаратистских каких-то очагов. Понимаете, вот, например, пример вам приведу. Если, например, маленькая деревушка, проживает какая-то определенная там нация. Естественно, если слушать вас, то в этой деревне какая нация превалирует, они и сделают свое. А вы не боитесь, что завтра они скажут, давайте нам, значит, автономию. Потом второй вопрос они скажут, давайте нам суверенитет, будем отделяться. Понимаете, этот закон, он наоборот создает сепаратизм. Я считаю, этот закон надо убрать, поставить во главе угла интересы государства Казахстана, интересы наших традиций, нашей нации, которые я вам говорил, что у нас уже более 70%. То есть я думаю, нужно пересмотреть вот это, как